сегодняшняя программа проходит в живом эфире. Я бы вас просила не отходить от экрана телевизора и звонить нам, если у вас есть телефон. Наши контактные телефоны 21 27 33, 21 27 17. Итак, первые два гостя. Доктор Майкл ван Вальт ван Прааг, генеральный секретарь Организации непредставленных наций и народов Гаага. И второй гость Атнир Петрович Хузангай, президент Чувашского национального конгресса. Не случайно мы представили вас сегодня так, Атнир Петрович, вы принимали во множестве дебатов на телевидении в последние дни как кандидат в президенты Чувашской республики. Почему вы сейчас в таком качестве? Объясните, пожалуйста. Ну, дело в том, что доктор Майкл ван Вальт ван Прааг прибыл сегодня в Чебоксары для того, чтобы участвовать в качестве наблюдателя на выборах президента Чувашской республики, а также выборах депутатов Федерального собрания Российской Федерации и в голосовании по проекту Конституции Российской Федерации. Я думаю, что мы, Чувашский национальный конгресс, являясь членом Организации непредставленных народов и наций, вот впервые получили такую возможность увидеть генерального секретаря нашей организации здесь, на Чувашской земле. Мы очень рады этому и думаем, что его присутствие здесь, оно будет способствовать демократическому ходу выборов, законности соблюдения определенных процедур голосования. Но кроме того, я думаю, что ему, как человеку, хорошо знающему международное право и приходившемуся отстаивать в разных ситуациях право малых народов на самоопределение, имеющего такой международный опыт, будет и любопытно просто понаблюдать, посмотреть, как голосуют наши избиратели здесь, в Чувашской республике, вот как они проявляют свою политическую волю вот в этот такой ответственный момент, я бы сказал. Я бы хотел дать слово доктору Майклу, чтобы он рассказал об организации и о себе также. Пожалуйста. Спасибо. Но сперва хочу сказать, что я очень рад, чтобы я здесь, потому что это очень важный момент, мне кажется, для республики, потому что это первый раз, что будет выбрать президент для республики. И, конечно, так как вот этот конституциональный проект, очень важный проект. Но Организация непредставленных народов и наций, эта организация сейчас имеет в составе организации 40 членов везде в мире. В бывшем Советского Союза есть много, но и в Азии, в Африке, в Западной Европе и в Америке. Эта организация для народов и наций, которые не имеют возможность быть членом Организации Объединенных Наций. И из-за этого они не имеют возможность дать их мнению и иметь возможность также быть, скажем, в международном семье наций и народов. Спасибо. Вот, Атнир Петрович, какие цели и задачи ставил перед собой Чувашский национальный конгресс, вступая в Организацию непредставленных наций и народов? Ну, во-первых, мы реализовали то решение Чувашского национального конгресса, которое, как я надеюсь, помнят участники этого форума в октябре 1992 года о вступлении в эту организацию. Как раз мы надеемся и уже имеем такую возможность ставить свои проблемы через возможности ОНН в мире, вот, говорить о своих проблемах, ну, как-то защищать свое право на самоопределение. Вот, это одна из основных целей Организации непредставленных народов и наций. Мы получаем определенный опыт международного общения, вот такой народной дипломатии, в области международного права и так далее. Я думаю, что это очень важно, если мы говорим о том, что мы хотим иметь такую самостоятельную, скажем, внешнеэкономическую деятельность, завязывать международные контакты,
на уровне Чувашской республики с другими народами и республиками. Вот, мы узнаем опыт и других народов вот в этих процессах, и он очень полезный и поучительный для нас во многих отношениях. Я думаю, что доктор Майкл мог бы рассказать, как он пришел вместе со своими единомышленниками к самой идее создания этой организации также. Нужно сказать, что это не идея моя. Были несколько народов, которые имеют большие трудности в это время. Например, Тибет. И в это время, когда строили организацию, когда идея в первый раз был, были также страны в Прибалтике, Эстония и Латвия. И когда представители этих стран, и Тибет, и Восточный Тимор, и несколько других, и Татарстан и так далее, они связывались, встретились друг с другом, они заметили, что у них очень много проблем, которые у них связаны. И также они чувствовали, что у них очень большие проблемы также говорит о своих проблемах в Объединенной Нации, потому что там места совсем нет для народов и наций и республики, которые не признаны в этой организации. И из-за этого они решили, что нужно организовать, скажем, это почти как параллельная организация Объединенных Наций. И так начиналось. И потом также, чтобы дать поддержку всех народов лучше, без употребления силы, об их проблемах говорить, ну и, конечно, также решить. Доктор Майкл, вы в нашу республику приехали как наблюдатель во время выборов. Какие задачи должны стоять перед наблюдателем? Ну, конечно, видеть, если процесс, скажем, демократический процесс, если те, которые будет завтра, когда народ будет выбрать президент, ну, и также голосовать на проект Конституции и так далее, если они понимают то, что они делают, если это все понятно, если есть трудности для них, и если, конечно, процесс после выборов, скажем, когда нужны результаты, объяснить, если это также будет делано как нужно. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что во второй части нашей программы Аднер Петрович Хузангай будет выступать уже в качестве кандидата в президенты Чувашской республики, и поэтому вопросы, которые вы будете задавать сегодня по телефону, адресуйте, пожалуйста, ему и его вице-президенту, кандидату в вице-президенты Василию Михайловичу Антонову. Будут отвечать на ваши вопросы Василий Михайлович Антонов и Аднер Петрович Хузангай. Ну а в первой части нашей программы мы представили доктора Майкла ван Вальда ван Прага, генерального секретаря Организации непредставленных наций и народов Гаага. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Прежде чем начать отвечать на вопросы, я хочу зачитать несколько обращений и телеграмм, пришедших в адрес нашего телевидения. Обращение Президиума Татарского общественного центра к татарскому населению Чувашской республики. Президиум ТОЦ призывает вас проявить политическую активность и принять участие в выборах президента Чувашской республики. В качестве достойной кандидатуры на этот высокий пост мы видим большого друга татарского национально-демократического движения Аднера Петровича Хузангая и призываем всех татар, проживающих на территории Чувашии, отдать за него свои голоса. Президиум ТОЦ, Казань, 29 ноября 1993 года. Обращение представителей финно-угорской молодежи к избирателям Чувашской республики.
Мы считаем, что президентом может быть избран только человек, душой и сердцем, болеющий за судьбу своей нации, всех граждан, проживающих на территории Чувашии, ратующий и выступающий за укрепление суверенитета чувашского государства. Исходя из этого, самым достойным кандидатом на столь высокий и ответственный пост мы считаем Атнера Петровича Хузангая, предыдущая активная деятельность которого в деле подъема национального духа признается всеми национально-демократическими движениями нашего региона, город Ижевск. И вот такие телеграммы. Мы выбираем вас, желаем успехов, Шарафуддинов, Кайнлык, Комсомольского района, Хузангаю Атнеру Петровичу. Чебоксары, Чувашское телевидение в прямой эфир. Шаги Атнера соизмеримы с шагами народа. People. Эбир трактор заводен жей цехран, ну майже сиренжен сазлат, парперия общежитие зенжен тогда засыпушка зенжен клараганны де эзержещ. Эзержещ и ты, кандидат Сембек, суйза шандармастер, Игорь Петров Шангараве. Атнер Петрович эзир перенче ваш сен шанджиге сиреченде рюзнатпар. Кудряшов 7, Раиса тогда Алексей Шубашкар. Звонков очень много. Я вам хочу напомнить еще раз наши телефоны 21 27 33 21 27 17. Приступим к ответам. Пугачев Иван Вениаминович из Чебоксар спрашивает, что Атнер Хузангай чувствует слабость своей кандидатуры, приглашает для своей поддержки представителей иностранных государств. Ну, вот с такого вопроса начнем, пожалуй. Ну, это наш гость, доктор Майкл Ван Вальт Ван Праг. Мы являемся членами этой организации непредставленных народов нации. Я считаю, что его присутствие здесь вполне закономерно. И приехал он сюда в качестве наблюдателя только. Ну вот еще на чувашском языке вопрос Камчудибе, ОНН теп-секретарь Шубашкара Гельнича, паслаганаже президенту к себе. Ну, шельболинде тепсуила комиссия перенде ку идова тацабама укся деньги урзабама, чамбада пунда чапшу тебе калма булат. Хузангаю, вы всегда выступали за суверенное государство Чувашская республика. Ну да, это Чернов из Ульяновска. Ни для кого не секрет, что действительно всегда. Хузангаю и Антонова, Чебоксары, Волосков. Хузангай делает ставку на подъем национального сознания чувашского народа и его языка. Выбрав себе вице-президентом Антонова, не знающего языка, Хузангай оттолкнул от себя 50% потенциальных избирателей, прежде всего чувашских интеллигентов. Объясните, как это произошло. Я думаю, вопрос вам обоим. В прошлой президентской кампании моим кандидатом вице-президента был министр финансов, ну, на то время Чувашской республики, Владимир Николаевич Арефьев. Я думаю, что это был тоже нормальный выбор. В данном случае мы хотим реализовать определенные новые подходы вообще по реализации экономической реформы в Чувашской республике. И поэтому здесь основной вопрос – это то, что Василий Михайлович Антонов – это человек, который реально работает уже в рыночной экономике, имеет опыт в этой сфере, а не знает ее только по теории. На этом основывался мой выбор. Спасибо. И мы еще добавим, что мы не можем забывать тех людей, которые живут за пределами Чувашии. И в Москве, в России, и в Башкирии. Их тоже нужно привлекать к нашим делам. Ну, вот такого же характера вопрос задал Митрофан Макарович Федоров, участник войны. Ну, я думаю, что вы уже ответили на этот вопрос. Иванов Николай Иванович из Чебоксар, вопрос Антонову. Когда выступал Николай Васильевич Федоров, у него сидел кандидат вице-президента Аблякимов, он тоже говорил, что деловой человек Аблякимов. Аблякимов и Исаев, учредители кооператива «Автоклайбис». 4-й месяц рабочие не могут получить зарплату. Когда можем получить зарплату? Какие деловые качества Антонова? Ну, вы сами себя характеризовать можете? Я не знаю, какие дела у этого кооператива. Я, к сожалению, не могу себя сравнить в этих делах. Но дело в том, что мы создали рабочие места примерно для 1200 человек, и пока никто из этих людей не жалуется, что ему не платят заработную плату. Во всяком случае. Валентин Петрович Павлов спрашивает, в случае избрания президентом ваши друзья за рубежом помогут ли инвестициями и новыми технологиями, чтобы промышленность и сельское хозяйство Чувашской республики поставить на ноги? И второй вопрос, сможете ли вы маленькую Чувашию превратить в Японию?
Ну, вот был уже гостем студии в программе «Лица» Стева Михальчич, так сказать, конкретный человек с конкретными предложениями. Я думаю, что такие предложения возможны и в будущем, вот, по конкретным бизнес-проектам определенным. Вот, так что начало уже здесь в этом плане положено. Насчет лозунга «Чувашия маленькая Япония», конечно, очень привлекательный. Я сам выдвинул несколько другой лозунг «Чувашия». То есть это чувашский Израиль, который объединяет интеллектуальный и материальный потенциал и чувашского, и населения республики, и в то же время привлекает возможности чувашской диаспоры, очень многочисленной. Василий Михайлович, может, вы добавите как-то что-нибудь? Мы немножко эту тему затрагивали в предыдущий час, поэтому, наверное, нет особенного смысла повторять. Постараемся ответить на все вопросы. Леонид Леонтьевич Яковлев спрашивает, какие вы думаете принять меры и законы рабочим и служащим, занимающимся рационализаторской и изобретательской деятельностью для рабочих и служащих, скорее всего, в пользу? Видимо, надо сказать, Леонид Леонтьевич, что только недавно утвержден целый пакет законов, которые полностью охраняют сегодня вашу деятельность. И если у вас есть желание поближе познакомиться с этими документами, я готов предложить вам свои услуги. Это не все для того, чтобы защитить и патентом вашу деятельность, и помочь вам дальше развиваться. Жду ваших звонков. Вопрос Хузангаю. Макаревский Валерий Иванович, доцент университета. Как вы восприняли предложение Викторова занять всем кандидатам в президенты посты министров в его правительстве? Можете ли вы быть министром культуры? Я полагаю, что у нас есть хорошо работающий министр культуры Виталий Петрович Иванов, министр культуры и межнациональных отношений. Не вижу, так сказать, для себя возможности как-то пытаться его сместить с этого поста. По-моему, он неплохо справляется со своими обязанностями. Чебоксары, Николаев, Хузангай вопрос. Как собираетесь решать вопрос с безработицей? Второй вопрос. Я чуваш, жена русская. Не получится ли так, если вы станете президентом? Не придется ли нам с женой расстаться? Но вопрос безработицы решается, наверное, везде одинаково. Создаются новые рабочие места. Вот, путем поддержки, в том числе и предприятий малого, среднего, так сказать, бизнеса и так далее. Вот иного пути, очевидно, здесь нет. Проблема-то, конечно, острая для нашей республики, потому что у нас достаточно деформированная экономика, большие крупные предприятия, которые пока никак не могут войти, стабилизироваться и начать войти в такой нормальный рабочий ритм. А что же касается второго вопроса, я же не избираюсь там на должность начальника ЗАГСа. Если, скажем, в этой семье хорошие отношения, если они любят друг друга, так ради бога, я могу только пожелать счастья этой семье. Из Цивильска Семенов. Избранный президент Атнер Петрович Хузангай, но по каким-то обстоятельствам сфальсифицировали, прошу прощения, год назад выборы. Я считаю вас президентом Чувашии. Кого вы сами считаете претендентом в данный момент из 7 кандидатов? Ну, по-моему, все 7 кандидатов являются претендентами на данный момент. Вот. А что касается там фальсификации или не фальсификации итогов прежних выборов, ну, это дела давно минувших дней. Сейчас, я думаю, об этом не совсем место и время говорить. Ну вот в область культуры перенесемся, Хузангай. Вопрос, какова взаимосвязь между эстрадными стилями современных ритмов и склонностью подростков и юношей и девушек совершать групповые преступления? Чебоксары Иванов, пенсионер. Ну, я прямой связи здесь не вижу, но я думаю, что, может быть, можно говорить о определенной волне, так сказать, насилия, там, порнографии и так далее, которые, ну, вот, имеют место и на наших телеэкранах, печатных различных изданиях. Но, к сожалению, так сказать, я думаю, что какие-то ограничительные рамки здесь, конечно, должны быть поставлены. Есть определенные нормы морали, нравственности. Анатолий Дмитриевич Ефимов, Шубашкардани, дать меньше не рекламу, плакат всем сагал, межею тюльге бледера. Атнер Петрович, Сирия, начнусь надо петь. Ну, пулдарындара, навер, плакацияне хадерлерымыр, өзіне петші заглардымыр, печбештардымыр. Ну, челгезем пәлінейінде, өзем, ну, щитче, пулак пүрінде, пештарнать.
Мгм. Поликарбонат. Проблема известная. Довольно. Проект должен пройти тест на экологическую безопасность. Вы хотите ответить? Здесь от товарища Ивановой завод о том, что нужно сделать с химическим заводом. Насколько я понимаю, речь идет о том, что этот завод сегодня загрязняет экологию. Довольно сложный вопрос для чебоксаров, потому что этот завод всегда работал на оборонные цели, сейчас об этом можно говорить. Существует проект производства на этом заводе поликарбоната, это более чистый в экологическом смысле, но данный проект в это время как раз должен пройти тест на экологическую безопасность. Вопрос этот, конечно, он не только для специалистов, но и в будущем для всего населения Чебоксар. Так что будем ждать решения тогда, когда наступит время для нас. Снова насчет поста, предложенного вам на теледебатах. Валерьян Викторов предложил вам должность министра культуры, а взяли бы вы в свой кабинет министров Викторова и какую бы должность ему доверили? Я как-то не думал конкретно на эту тему, честно говоря, о распределении министерских портфелей. Вот. Но я думаю, что Валерьян Николаевич, он у нас универсальный человек, он у нас и физик, и историк, и экономист, так что я думаю, что ему нашлась бы должность. Николай Николаев, Чебоксары рабочий. Адмир Хузангай и Николай Федоров нравятся оба. Почему они не вместе? Почему мы вместе? Вот вместе участвуем в этой предвыборной кампании, сохраняем нормальные, хорошие дружеские отношения при всем при этом, хотя являемся соперниками. Вот, так что, я думаю, эта кампания нас не разъединит в конечном итоге. Во всяком случае, желаем ему успеха. Да. Хузангай, ақчан бірінші амрықсем ішлеме бұшлашы, ойрымақ шкулдан врен задухны зем. Порфирьева, Шубашкар. Ну, кое-где манжут пайтларах шамраксенжен хайзенжен келеген үйдуінде. Віземінде эш карьерии патшалық эжі бірге шуышлашы бұлзасын, паллахынды чималдан зем ергелі тивешлі ядарлы пелу ilмелі, ұнкайран эже патшалық эже келімелі мажутпа. Ну, эш варнезем візем валитывасы вал уйрым иду. Начинақта пұрныжа кердес бұлать. Перен шамрақлық политики жинжен калаган саккун пур, он надо пурнжай картмеле. Васильев из оперного театра Хузангаю. Будет ли наведен порядок в оперном театре? Артисты хора получают от 20 тысяч рублей, а коррумпированное руководство, в частности Мигриришвили, миллионами по 3 оклада. Ну, я думаю, что если такие факты есть, они, конечно, нуждаются в проверке, во-первых, конкретной проверке со стороны КРУ, скажем, там, других финансовых органов, и тогда должен решаться вопрос, естественно. Ну, это такой оригинальный вопрос. А, простите, вы не доответили? Нет, я просто хочу сказать, что мы этот вопрос, конечно, обязательно передадим министру культуры и межнациональных отношений. Перед выборами начали продавать водку без паспорта. Это чья идея? Викторова, Кубарева или ваша? После выборов потом как будут продавать Чебоксары и Иванов? Очень злободневный вопрос. Ну, я являюсь только председателем комиссии по культуре и развитию языка межнациональных отношений в Верховном Совете. Я не могу устанавливать цены на водку там и как-то регулировать ее продажу. Честно говоря, я не знаю, чья это идея. Вот, ну, можно поинтересоваться и ответить товарищу Иванову. Валерий Иванов из Чебоксар Антонову вопрос. Будучи избранным, как вы собираетесь совмещать свою прежнюю и новую должность или работу в качестве вице-президента? Валерий Николаевич, не собираюсь никак совмещать, только одну работу. Алексеев Владимир Николаевич, Чебоксары. Недруги и предатели республики пугают людей тем, что Адмир Петрович Хузангай националист. Но разве плохо любить свою родную Чувашию и свой родной народ? Ну, очевидно, это пожелание, так сказать. Пожалуй, стоит ответить на этот вопрос. Мы уже неоднократно говорили на эту тему.
что Атнер Петрович, если он любит свою землю, если он любит свой народ и старается, чтобы культура этого древнего народа стала известна не только здесь на Урале, а за пределами маленькой, красивой, зеленой, певучей страны, ну, мы тогда согласились, что можно называть его националистом, можно называть как угодно. Это, по-моему, лишь бы это было содержание, то, о чем мы говорим. Поэтому я еще раз повторяю то же самое. Василий Михайлович, вопрос вам. После вашего приезда в Кугейский дом престарелых появилась информация, что вы обещали привезти лекарства для больных и престарелых. Похоже, это только реклама. Да-да-да. Чебоксары, Геннадий Захаров. Совершенно верно, товарищ Захаров. Мы были вместе в этом доме престарелых. Мы там подготовили перечень медикаментов, которые необходимо привезти. Я был только что в командировке, и там подготовил эти лекарства. В частности, это стимуляторы из Приморского края. Их надо было, естественно, подготовить, упаковать, доставить в Москву и перевезти сюда. Пока они только доставлены в Москву и будут на следующей неделе доставлены в дом престарелых. Если у вас есть какой-то телефон, чтобы мы вам сообщили об исполнении, пожалуйста, оставьте ваш телефон следующим звонком. Спасибо. Петрова Шубашкар Хузангаяйду. Изерплетерте ваши щеньхалах, эмерешлезе тарлек нунумай жинзем, пуржу укшине бустарза, патшалах сберкасы небана, изерчак укшапет не юнельзе юлны шинчельме жукшладыр. Чинахта Чамбека и Дубур, Манандай ты Чинзенде, Шак перегеть касызенже упранаган укшавал, халидиун хаге петне, Малдан пызык укша пулна сумма земенде халюзем шинна пыдармада, шитмеши демеленде, кунданде индексации законненде пурнжа кертмелле, нахай выгодинже ежинна, Россия Федерации шайнже, вот чавна мен пурнжа керлесплет. Василий Михайлович, вам такой вот вопрос. Залялеев Раиф Хазеевич, Чебоксары. Что потеряет чувашский народ, если он не проголосует за Хузангая Атнера Петровича? Он представил чувашский народ мировому сообществу. Мир уже обратил внимание на Чувашскую республику. Да-да. Ну, мы сегодня в нескольких вариантах оговаривали именно эту тему. Ну, я думаю, чувашский народ потеряет большого патриота своей страны, как будущего президента. Гражданка Павлова, Лукина. Антонову снова вопрос. Откуда у вас такой красивый костюм? Не сможем ли мы справиться без итальянской мафии? И своей хватает. Вот такой вопрос. Ну, костюм, скажем, этот не итальянский, он пошит в Москве. Если мы будем работать, такая же возможность появится здесь, в Чувашии, на швейных фабриках Чувашии. Но это опять будет тогда чувашская мафия, по вашим словам. Но такая возможность будет. Снова музыкальный театр. Васильев. Пожелание Атнеру Петровичу. Мы очень верим в вашу победу на президентских выборах, ибо вы только можете помочь оперному театру, и чтобы в этом театре чуваши не ходили с опущенной головой и не общались между собой шепотом, как это было лет 100 назад. Шутливый, правда, конец. Ну, 100 лет назад, наверное, у нас не было театра оперы и балета, я полагаю, так сказать, в Чувашском крае. Но такая проблема действительно существует, может быть, не только в этом театре и во многих других местах. Я думаю, что мы должны решать проблему национальных кадров. Это очень серьезная проблема. Настоящих управленцев, новых политиков, экономистов, юристов, ну, так сказать, нового поколения. Вот это проблема номер один, которая будет стоять перед президентом Чувашской республики. Нужно подготовить людей с новым мышлением, которые свободны от стереотипов, чувствуют себя раскованно. Да, это будут и чуваши, и не только чуваши, я думаю, это будут люди разных национальностей, которые проживают здесь. Вот, и чтобы никто не мог чувствовать себя каким-то человеком второго сорта. Вот только такие люди, мне кажется, могут делать
рыночную экономику. Вот, они смогут защитить суверенитет республики. Ну, люди свободные духом. Адмир Петрович, поток вопросов пока иссяк. Я вижу письма на столе. Может быть, вы пожелаете на них ответить? Ну, я просто хочу сказать, что я получил очень много писем вот в ходе этой предвыборной кампании, но письма это разные. Они, так сказать, просто иногда содержат очень конкретные просьбы. Вот, независимо от итогов, от результатов выборов, я постараюсь как-то помочь этим людям. Ну, в частности, вот Судаков Сэм, Сакаев Сэм, Быков Сэм, Херлич Дайранджин, Чирайши, Пидеркасы Яльджин. Затем, значит, коллективное письмо от жителей многих сел Марпасадского района о восстановлении в селе Бичурино церкви, которая существовала здесь до 50-го года. Этим тоже надо будет заниматься, я думаю, что нам. Вот гражданки Толстовой Надежды Ивановны, которая просит помочь в установке телефона. Вот такие конкретные просьбы есть. Ну и многие другие. Я благодарю всех граждан, которые вот, сочли возможным обратиться ко мне с письмами, пожеланиями. И этими просьбами я также буду заниматься, естественно. Поступили новые вопросы. Канаш Анны Игнатьева. Как повысить зарплату воспитателям? Очень мало платят. Наверное, в детских садах. Ну да, понятно, да. Еще рано, наверное, отвечать на эти вопросы. Да нет, но вопрос о зарплате, конечно, существует. Он существует не только для воспитателей детских садов, он существует для всех работников, ну, бюджетников, так называемых, работников социально-культурной сферы. Конечно, я думаю, здесь государство не должно экономить на этом, потому что речь идет о будущем нации, о будущем наших детей. Вот, и, естественно, эта сфера, ну, она является приоритетной, потому что культура, здоровье вот, наших детей, их образование, ну, это приоритеты на все времена. Священник, отец Петр из села Балдаева Ядринского района, желает вам победы на выборах и ждет в гости с писателем Муравьевым. Я, правда, не знаком с писателем Муравьевым, честно говоря. Вот, но я могу приехать, я постараюсь узнать, кто это писатель Муравьев. Хотя я член Союза писателей, но не знаю его, к своему сожалению. Ну, постараюсь приехать. Спасибо. Для меня не совсем ясный вопрос, почему Адмир Петрович не называет себя псевдонимом отца. Или называет, почему-то тут не. Ну как, я не знаю, может, у моего отца фамилия, я уже объяснял, это, по-моему, отвечал, кажется, вчера. Она была Хузангай первоначально, затем она была русифицирована как Казанков, потом она моим отцом в 20-е годы была опять чувашизирована, стала, ну, стала опять своей настоящей фамилией Хузангай. Это паспортная фамилия, в общем-то, это не псевдоним. Лапсар поселок Генджей, да хальхи правительства подем тазамар шинзем хужаланаще. Сейчас Генджень Мэлле ходил за Педерши, президент Пулзан. Ну, может, по Чималдан, сейчас в подшалах службе Жинджин Калаган Сакуна Ижнасплат, сейчас бада, сейчас терля Яхьях Сэмбе Шихана подшалах чиновники зне, Палахане, подшалах Тыдаминджень, подшалах Апаранджень возне Тазадасплат. Вот у нас остается буквально 1 минута до конца эфира, поэтому я бы хотела завершить блок ответов на вопросы. Может быть, вы возьмете эти записки с собой. Я думаю, что последует какая-то реакция с вашей стороны на это. Я бы хотела сейчас дать вам слово. Завтра выборы. С какими словами вы хотели бы обратиться к вашим избирателям? Шак Ибр Кережуре Ибир Чималдан Терле Тюре Шаразыне Шанмазар Этлараханде Хура Халах Чуваш Республикин Джепурнаган Агаль Шинзем Хайзень Тивич Суйлавне Тавечте Зашутлапбар Ибир Ваземжень Шлепер Вазень Чуваш Лахтуй мне Щеклестезе. Большое спасибо вам за участие в сегодняшнем эфире. Уважаемые избиратели, выбор за вами. До свидания.